Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы начинаем передачу «Якутск сегодня». И прежде чем начать нашу сегодняшнюю передачу, я хотел бы попросить наших режиссеров включить небольшой видеоролик. Сегодня мы собрались с вами в студии и увидели на экране наших телевизора именно день, который сегодня отмечается в нашей республике. Это 13 февраля, День родного языка и письменности, который был установлен первым президентом республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым в 1996 году его указом номер 1294 в целях содействия развитию родного языка и письменности народа Саха и других коренных народов Республики Саха-Якутия для увековечивания памяти Семена Андреевича Новгородова, просветителя, реформатора, основоположника национальной письменности Якутии. Целью указа, установившего День родного языка и письменности, является содействие развитию письменной культуры и культуры речи, совершенствование норм литературного языка и поиска талантливой творческой молодежи. Именно такая преамбула звучала в 1996 году, 9 февраля, когда впервые был опубликован указ первого президента нашей республики, который в своей государственной, политической, общественной деятельности уделял самое большое влияние именно духовному, культурному возрождению нашей республики. И вот этот указ живет по сегодняшний день. И сегодня по всей нашей республике отмечается данный день, День родного языка и письменности в детских садах, школах, даже в университетах, средних специальных заведениях, домах культуры. Сегодня очень многие в администрациях районов, очень многие жители нашей республики пришли в национальных одеждах, украшениях, в дань уважения вот этому культурному, цивилизационному дню, который показывает именно нашу культуру родную. Это не только якутский язык, это и те языки народов, которые живут в нашей республике. Сегодня мы бы хотели в нашей передаче поговорить именно о нашем языке, родном языке, языке народа Саха, как развивается, какова сегодня его языковая ситуация в нашей республике, что предпринимается для этого. И мы пригласили наших гостей. Сегодня у нас присутствует на нашей передаче Малышева Нинель Васильевна, кандидат филологических наук, директор Департамента науки и инноваций, колыбели якутской интеллигенции Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, с нами присутствуют учителя, которые непосредственно прививают любовь, уважение к родным языкам. Это Кириллина Сайнара Трофимовна, учитель родного языка и литературы Якутской городской национальной гимназии имени Антонины Гаврилевны и Николая Константиновича Черяевых. Здравствуйте. Здравствуйте. И Федорова Марьяна Макаровна, учитель якутского языка как государственного средней общеобразовательной школы номер 20, методист приложения Сахалы, которое сегодня торжественно было представлено всем нам в рамках Дня родного языка и письменности. Еще раз мы очень рады всех приветствовать наших гостей, уважаемые телезрители, радиослушатели. Сегодняшняя наша передача «Якут сегодня», и за режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверестов, и я, приглашенный ведущий Юрий Семенов. Скажите, пожалуйста, дорогие гости, вот сегодня значение сегодняшнего дня
для развития нашей культуры, нашего языка, вообще нашего народа. Ведь не зря говорят, что есть язык, есть народ. Нинель Васильевна, как вы считаете? Значение вот сегодняшнего дня, какие его культуры, какие традиции, и что сегодня, вот о чем сегодня должны задуматься каждый житель нашей республики. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочу всех слушателей радиоэфира от имени Северо-Восточного федерального университета и от себя лично поздравить с нашим днем, с Днем родного языка. Во-первых, сегодня нужно сказать о том, что основными компонентами этнической особенности и основным богатством любого народа издревле считаются язык и их земля. Поэтому и наши великие сыновья якутского народа, такие как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Василий Никифоров Кулюмнюр, в самые сложные времена они передали будущему поколению якутскую землю и якутский язык как определенную очень важную наследственность, да. Но вместе с тем сегодня, конечно же, языковая ситуация в нашей республике, она претерпевает определенные изменения. Северо-Восточным федеральным университетом в 2021 году был выигран достаточно большой проект в конкурсе мегагрантов правительства Российской Федерации. И была создана научная лаборатория под названием «Лингвистическая экология Арктики». То есть тем самым, с одной стороны, мы знаем, что экология — это термин, который в большей степени используется в биологических научных работах, да, и вместе с тем в названии вот этой лаборатории мы также слышим это слово «лингвистическая экология», да, то есть что это говорит, да? Это говорит о том, что лаборатория сегодня занимается возрождением, сохранением именно родного языка, якутского языка. При этом для того, чтобы заниматься такими вопросами, нужно вначале понимать, какая же сегодня у нас языковая ситуация в Республике Саха-Якутия. Сегодня, к сожалению, особенно в северных территориях идет активное промышленное освоение, да? Промышленное освоение северных территорий. При этом мы сегодня видим, насколько активно у нас идут миграционные и урбанизационные процессы. И вот все эти факторы, конечно же, достаточно негативно влияют на культуру и на язык не только якутов, да, но и всех тех этносов, которые сегодня проживают на территории Республики Саха-Якутия. Согласно международному атласу ЮНЕСКО, сегодня якутский язык относится к тем языкам, которые находятся под определенным вниманием. То есть якутский язык определен как уязвимый язык. То есть может быть, через 5 лет, через 10 лет, если сегодня не задуматься об этом вопросе, мы можем полностью потерять свой родной язык. С одной стороны, мы видим, что, в принципе, государство делает определенные работы в этом направлении. В 2020 году впервые была принята государственная программа по сохранению языков, государственных и официальных языков, которые функционируют, да, на территории Якутии. Выделяются определенные бюджетные деньги на те или иные инициативы, научные проекты, которые, во-первых, направлены вот как раз-таки на сохранение, продвижение языкового и культурного многообразия. Университет со своей стороны проводит определенную работу, а академические институты также в рамках своих полномочий занимаются над фиксацией языкового материала, составляют различные словари и так далее. Да? В школах также города Якутска и в школах населенных пунктов в принципе идет обучение родным языкам, но при этом
мы сегодня видим, что все-таки ситуация, с которой мы сегодня сталкиваемся, да, и ученые, и как родители, конечно же, желают оставлять лучшего. Вот в рамках деятельности нашей лаборатории мы за последние 2 года проводили достаточно много обследований. Рассматривали отдельно заречные районы, южные районы, северные районы. При этом нужно сказать о том, что везде, в каждом улусе, конечно же, языковая ситуация разная. Да? В особенности под угрозой якутский язык находится в южных частях республики. Это вот Алдан, Нерюнгри, Алекминский район, потому что мы знаем, что, с одной стороны, в принципе, на территориях этих районов проживают не только якуты, да, но и представители других национальностей. Эвены, венки, при этом русские также проживают в этих территориях. Но поэтому именно вот взаимодействие, языковые контакты, они, конечно же, дают свои определенные результаты в этом отношении. С другой стороны, с каждым годом сокращаются часы преподавания, да, в школах и в университете в том числе. Поэтому здесь мы как-то для того, чтобы сохранить и для того, чтобы передать наш родной язык нашему будущему поколению, да, мы в этом отношении должны скооперироваться все вместе. Я также, как родитель, могу сказать о том, что мой ребенок, например, до 3 лет чисто говорил на родном языке, потому что мы требовали от ребенка, да, вот, такого общения, но при этом, когда ребенок пошел уже в детский сад, при общении с русскоязычным ребенком уже стал говорить не только на родном якутском, но и на русском языке. То есть среда очень влияет, очень важное значение безусловно, имеет. Да, безусловно. И здесь вот какие конкретные меры мы должны предпринять, чтобы все-таки вот сохранить родной язык, как не просто физически увеличить количество носителей языка? Так, мы об этом также достаточно активно обсуждали на круглом столе в рамках мероприятий в 31-й школе. Да? Здесь, конечно же, нужно подходить комплексно. Этим вопросом должны заниматься не только государство, не только ученые, но и родительское сообщество в первую очередь. Да, да, то есть очень большое влияние самого общества, когда мы, как носители языка, должны именно показывать, как мы уважаем, любим свой родной язык, и это очень важно. Дорогие телерадиослушатели, мы вот послушали только что Нинель Васильевны, как в области науки у нас делается, принята целая государственная программа в республике, и которая работает, и реализуется много проектов. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы после этого также продолжим очень важный вопрос. Еще раз всех сердечно приветствуем со столицы нашей родной республики, города Якутск. С вами передача «Якутск сегодня». И сегодня за режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверестов. И мы сегодня с нашими гостями, с Нинель Васильевной Малышевой, кандидатом филологических наук, Кириллиной Сайнарой Трофимовной, учителем родного языка Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых, и Федоровой Марьяной Макаровной, учителем якутского языка как государственной средней общеобразовательной школы номер 20 города Якутск. Говорим о сегодняшнем дне, о его значимости, важности, о дне родного языка и письменности, который в 1996 году нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым был объявлен в знак уважения и именно родной язык и письменности, в знак необходимости большой государственной политики оберегать родной язык, сохранять, развивать. И вот, Нинель Васильевна, до того, как мы ушли на небольшую рекламу, вы сказали, что сегодня все-таки есть определенные вопросы, тенденции, которые имеют негативные последствия. И есть, конечно же, пути выхода, как нам избежать, чтобы для будущих поколений передать наш родной красивый язык в том виде, в котором нам его оставили наши предки, сохранив его тысячелетиями, столетиями на нашей родной земле. И вот я хотел бы задать вопрос Сайнаре Трофимовне. Якутская городская национальная гимназия города Якутск имени
имени Антонины Гаврилевны, Николая Константиновича Черяевых является флагманом поддержки, сохранения родной культуры. И одним из первых вошла в сеть школ первого президента Михаила Ефимовича Николаева, сети президентских школ в 1997 году. Скажите, пожалуйста, как в вашей школе сохраняются традиции, как школьники относятся к своему родному языку, и самое главное, как родители, о чем Нинель Васильевна сделала большой акцент, как человек науки, который изучает, что именно от родителей зависит очень много. Правильно сказала Нинель Васильевна? Да, пожалуйста, Сайнара Трофимовна. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот наша гимназия нынче в этом году отпраздновала 30-летний юбилей. И да, важно, что нужно создавать среду. И вот наша главная задача и нашей гимназии является именно создание среды. Создание культурно-нравственной среды. Например, у нас действует как наша гимназия, как музейный комплекс. Например, у нас есть постоянная экспозиция картин художников нашей республики Якутии. Да. И это дар выпускников и самих художников. И вот дети, видя вот всю эту среду, и они вот окунаются в эту среду. И вот мы, учителя вот родного языка литературы, мы проводим уроки, основываясь на этих картинах. У нас есть... Вот сейчас идет у нас экспозиция, выставка народного художника Андрея Чикачева. И вот я провела вот там урок, и вот дети, смотря картины, они рассказывают, описывают. Это все на родном языке. То есть вот создали окружающую среду, которая наполнена смыслом родной культуры, родного языка, в том числе есть надписи на родном языке. Да. Я знаю, что Николай Константинович уделял очень большое внимание вот той окружающей среде. Мы с вами знаем еще с фундаментальной педагогики, что именно среда воспитывает. И вот и театр, как вы взаимодействуете с театрами? Да, у нас есть специальный тоже, вот, как сказать, экспозиция, выставка наших артистов. Мы приглашаем наших артистов к нам, и они проводят у нас мастер-классы, встречи с учениками. И мы каждый вот стараемся на каждую премьеру ходить с детьми. То есть ваша задача показать все богатство нашего языка, культуры, то есть обогатить культурную жизнь ребенка. Да. Вот в этом большая особенность. Да, мы, конечно, знаем, что сегодня директор гимназии Валентина Семеновна, во главе с ней большой педагогический коллектив. Практически все говорят на якутском языке, уделяют большое внимание, даже других национальностей учителя с большим уважением. То есть вот сохранение вот этой культуры. То есть здесь немаловажно сказать, что даже когда заходишь в школу, дети здороваются на родном языке, на родном языке и говорят очень важно. А как же быть с теми, кто поступает и не говорит на якутском языке? Но дети, вот видя среду, они быстро, как сказать... Обучаются. Да, обучаются. Если среда вокруг говорит только на родном языке, то ребенок заинтересуется и интересуется. А кроме вот якутского языка, какие языки у вас еще преподаются? Русский язык, естественно, государственный, якутский язык. А иностранным языкам как у вас? У нас углубленное изучение английского языка. А помимо этого у нас преподают французский язык, китайский язык. То есть такая полилингвальная. Да. Вот то, о чем говорила Нинель Васильевна, когда среда имеет очень большое значение, да, в первом блоке нашей вот передачи. Только зная свой родной язык, можно с легкостью изучать иностранные языки. И мне кажется, ваша школа удивительный пример и доказательство этого примера, потому что по самым высоким рейтингам и министерства, и большое рейтинговое агентство РАЕКС, Якутская национальная гимназия, городская национальная гимназия имени Черяевых входит в десятку-двадцатку лучших школ Дальнего Востока, в том числе Якутии, и 500 лучших школ Российской Федерации,
Федерации из 44 тысяч школ, которые есть. И самое главное, по таким предметам, как поступление в медицинский класс, социально-гуманитарные специальности высших учебных заведений, и в том числе поступление в лучшие вузы Российской Федерации. И одним из инструментов воспитания вот современного интеллигента, скажем, да, является вот именно прививание родного языка. Мне кажется, это хороший инструмент. Вот Марианна Макаровна, вы учитель билингвальной школы. Мы не можем сказать, что 20-я школа там чисто вот якутская, что там даже внутри орнаменты, потому что в Якутской городской национальной гимназии зайдешь, там орнаменты, там аллукмас и много-много другое. А вот в вашей школе как преподается якутский язык как государственный, какие есть проблемы, какие есть плюсы, и как к этому относятся дети, которые не говорят на якутском языке, в том числе русскоязычные дети и русские ребята. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Да, действительно, 20-я школа – одна из старейших школ города Якутска. Это школа, в которой я работал директором, Николай Аллахский, ученый, который вел преподавание якутского языка именно в русских классах. Да? На данное время в нашей 20-й школе обучаются представители более 20 национальностей. Естественно, у нас есть и якутские классы, это с обучением на родном якутском языке. У нас есть и русскоязычные классы. Родной язык, литературу мы ведем в якутских классах, а также в русскоязычных классах у нас преподается предмет якутский язык как государственный, 1 урок в неделю. Естественно, за 1 урок в неделю наш прекрасный, глубокий, волшебный якутский язык невозможно полностью передать, но уроки якутского языка как государственного чем хороши? Во-первых, русскоязычные дети разных национальностей, они приобщаются к якутской культуре. Они начинают понимать, что живут в национальной республике. И для того, чтобы общаться со своими ровесниками на их языке, надо хотя бы понимать разговорную речь. И они с удовольствием 1 урок в неделю они изучают. Естественно, мы не можем говорить, что они свободно начинают говорить на якутском языке, но отдельные фразы, отдельные слова они начинают понимать и начинают уважать свою республику, любить свой край. Его многообразие. И его многообразие. И потом у нас очень хорошо проходят мероприятия национального цикла к нашим праздникам государственным. Вот сегодня, например, в школе у нас прошли уроки с региональным компонентом. То есть математики у нас вели уроки вот, на якутском языке с помощью якутских произведений. Англичане тоже. У нас прошли асухи, у нас прошли флешмоб, якутский узор. Да? И вот такие праздники национальные, они тоже сплачивают. Да, я думаю, они показывают всю краски культур, цивилизационные краски, которые есть у разных народов. И вот таким образом зарождают вот те, скажем, толерантность, в том числе понимание, уважение к другим культурам. Скажите, но вы же в рамках уроков изучаете еще литературу? Родную якутскую литературу изучают только в якутских классах. Ну вот для русскоязычных классов вы каким-то образом все равно затрагиваете? Конечно, да, в форме интегрированного урока они, конечно же, знакомятся с произведениями якутских писателей. Важно. А вот скажите мне, сегодня какая из литератур такая самая читаемая среди молодежи и детей? Вот есть такое, что вот очень читают кого-то, особенно выделяют кого-то дети, вот ко всем нашим Мне кажется, сегодня очень низкая читательская культура у нашей молодежи. Почему? Потому что, во-первых, якутская литература, как, например, театр, да, театр, он должен, имеет зрителя, да, своего. И поэтому литература как вид искусства, так же, как и театр, должна иметь своего читателя. Пока есть читатель, будет жива литература. Сегодня, если каждый родитель будет понимать, что
именно читательская культура как один из способов спасти ребенка от постоянного общения и постоянного влияния интернета, гаджета, да, то, мне кажется, мы сегодня сможем спасти родной язык, потому что на самом деле произведения якутских классиков, да, таких писателей, как Колоковский, Аюнский, Сафрон Семен Данилова, да, Соруна Маллона Лампа, их произведения, к сожалению, и до взрослого населения по сей день не дошли. Потому что мы читаем, это одно, да. Второе, понять смысл этих произведений, потому что каждое произведение, оно писалось для определенных целей, да, не просто для того, чтобы развивать язык, но и передать именно какую-то этнокультурную особенность, да, народа, их мышление, мировоззрение. То есть вы советуете много читать, в том числе и нейрофизиологи, психологи современные, изучающие мозг человека. Сегодня нужно, развивать эту много культуру. Читать. Да. Дорогие телерадиослушатели, мы сейчас скоро прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы обязательно продолжим наш интересный разговор о развитии, сохранении нашего родного языка народа Саха. Кстати, одного из древних языков в Российской Федерации. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Мы снова возвращаемся в нашу передачу «Якутск сегодня». И сегодня за режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверестов. И я, приглашенный ведущий Юрий Семенов, руководитель Николаев-центра библиотеки архива первого президента, научный сотрудник Академии наук Республики, веду сегодняшнюю передачу, посвященную Дню родного языка и письменности в нашей республике, который мы ежегодно отмечаем. Мы сегодня отметили, что есть проблемы в развитии языков, безусловно, они связаны с процессами глобализации, интеграции, промышленного освоения, внедрения интернет-технологий, которые в нашу жизнь очень сильно входят, даже порой очень много, особенно детей и молодежи. И вот как Нинель Васильевна, наши учителя, отметили, здесь очень большое значение имеет, когда дети начинают говорить, любить свой родной язык, когда они чувствуют его необходимость, когда родители уважают этот язык, когда родители общаются на родном языке с детьми. Но, тем не менее, хочется сказать, что сегодня очень многие дети сидят в гаджетах, в интернете, в телефонах. К сожалению, мы уйти от этого не можем. Но вот какие сегодня есть современные, может быть, методы, какие вот современный контент, который мы могли бы детям показать, интересный и так далее. Кстати, есть очень хороший проект у нашей национальной компании «Саха». Это современные мультики они перевели на якутский язык. И сегодня мы знаем, что наши коллеги презентовали приложение «Сахалы». И, Марьяна Макаровна, вы методист этого приложения. Расскажите, пожалуйста, что это за приложение «Сахалы»? Да, действительно, сегодня у нас в Республиканском медиацентре прошло презентация мобильного приложения «Сахалы», основателями которого являются языковые активисты Лилия и Нюргун Бичиген. Именно они собрали команду, которая в течение 1 года на грант главы Якутии создали, мы все создали мобильное приложение «Сахалы», который предназначен для изучающих якутский язык с нуля, от 8 лет детей и для взрослых. Сегодня это приложение уже доступно в App Store. Мы видим, что у нас очень сильно идет скачивание этого приложения. Людям интересно через современные технологии изучать якутский язык. Что там есть? Вот что там есть? А что там? Якутский язык. Мы предлагаем возможность в виде игры овладеть якутским языком, основными видами грамматики, участвовать в олимпиадах, участвовать в викторинах и знакомиться, естественно, с нашим прекрасным якутским языком, чтобы дать возможность всем желающим заговорить на нашем любимом языке. То есть он такой в красочной, интересной форме. Это в форме игры, это очень доступной форме можно изучать язык. Оно бесплатное, оно сделано на грант нашего главы, поэтому это социальный проект. И в App Store
сегодня уже можно скачать. И еще мы будем презентоваться на Рустории. Через 1-2 недели будет доступно для пользователей Android. Сейчас пока счастливые обладатели айфонов могут уже скачивать. Я думаю, наши телерадиослушатели обязательно скачают это приложение. Мы будем ждать, когда оно будет будет доступно для андроида. Пожалуйста, смотрите приложение Сахалы. И, надеюсь, оно покажет очень хороший, даст эффект, потому что современные дети вот в игровой форме это очень любят делать. А какие еще новые методы есть в школе? Вот скажите нам, пожалуйста, может быть, вы какие-то, Сайнара Трофимовна, разрабатываете, которые вот интересны детям, вовлекают детей. Ведь самое главное — вовлечь ребенка. Вот в рамках недели родного языка 9 А класс нашей гимназии разработал проект фотовыставка по произведениям якутских писателей. Они воспроизводили там сцены, воспроизводили самих писателей. И они уже завтра у них открытие выставки. И чтобы другие дети тоже захотели и посмотрели, что за произведение, что за герои, чтобы они заинтересовались и начали читать нашу литературу и то есть такое театрализованное. Да. Они переодеваются, смотрят, создают образы. Да, вот на один день наши дети забыли про смартфон. Скажем так. Даже так. Даже так. Очень хорошо влияет. Вот, дорогие телерадиослушатели, возможно, те, кто работает в школах, детских садах, воспринимайте интересный опыт нашей Якутской городской национальной гимназии, которая на протяжении 30 лет вот ведет большую активную работу по именно популяризации родной культуры, по его внедрению. И вы знаете, в городе Якутске, где довольно сложно работать в этом направлении, они делают очень большой прорыв. И самое главное, они доказывают всем, что знание родного языка, изучение иностранных языков дается намного легче, когда ребенок знает свой родной язык, потому что вообще язык – это уникальный код, который дан не каждому народу, ведь не каждый народ имеет свой язык. Очень многие народы теряют языки. Мы знаем в докладе президента Российской академии наук 2 года назад звучала цифра, что ежегодно погибает 50 языков народов мира. И наш язык тоже, вот как сказала Нинель Васильевна, есть определенная опасность. И здесь, наверное, должна быть ответственность каждого жителя нашей республики, каждого, кто считает себя представителем народа Саха, что мы должны почаще, побольше говорить на родном языке с нашими детьми. Я бы сегодня хотел вспомнить Алексея Алексеевича Кулаковского, который не только основоположник якутской литературы, письменности в том виде, в котором, наверное, можем сказать, наряду с Новгородовым поставить. Кстати, они очень хорошо друг с другом уважали, с большим уважением. И Семен Андреевич, между прочим, сохранил большое количество стихотворений Алексея Алексеевича Кулаковского, которые вышли во 2 томе полных сочинений Алексея Алексеевича Кулаковского именно благодаря Семену Андреевичу Новгородову, который сохранил. Они друг другу писали, переписывались, где очень с большим уважением относились. Но здесь, если вспомнить определенные взаимоотношения в части алфавита, конечно же, сказать, что здесь у них были определенные противоречия, потому что, если вспомнить, Новгородов, наш алфавит основывался на латинице, то Алексей Алексеевич был достаточно серьезным человеком, который оказывал в этом деле сопротивление, потому что он говорил, что достаточно будет сложно учить 2 букваря, один на кириллице русский и на латинице якутский. Здесь он будет довольно сложно в деле просвещения народа, который он видел основой развития нашей нации. И как он в одном из писем написал,
Кстати, вы можете найти и прочитать письма Алексея Алексеевича Кулаковского Новгородову, где он пишет о том, что он более такой продвинутый в языкознании человек, довольно за 5 лет изучающий французский язык, ему довольно сложно до сих пор читать, писать, переводить слова с французского языка. Поэтому для непросвещенного, для тех времен нашего народа изучение на латинском языке, изучение на русском языке параллельно будет довольно сложно дано. И надо сказать, что вот это предвидение Алексея Алексеевича в 1938 году все-таки подтвердились, и русский алфавит перешел на кириллицу, и до сих пор очень хорошо мы в этом деле живем. Вот единое такое большое образовательное пространство у нас развивается, надо сказать. Поэтому роль Алексея Алексеевича Кулаковского в этом деле тоже очень большая. Он, кстати, и до алфавита Новгородова писал, кстати, на якутском языке свои произведения. Поэтому я бы хотел обратить внимание всех, кто вот изучает, читает Алексея Алексеевича, обратить в том числе именно на его труды в этой области. Дорогие наши гости, у нас буквально остается несколько минут. Я бы хотел у вас спросить, каковы же все-таки перспективы развития нашего языка? Если можно, каждый из вас очень кратко бы сказал, что необходимо нам сделать, чтобы сохранить наш родной, любимый язык. Нинель Васильевна, пожалуйста. Ну, для того, чтобы сохранить наш родной язык, нужно, во-первых, скооперироваться всем. Не только этим вопросом должно заниматься государство, да? В первую очередь должны быть заинтересованы родители, потому что все формируется с семьи. Если родитель будет заинтересован в том, чтобы ребенок знал родной язык, ребенок будет знать родной язык. Спасибо. Сайнара Трофимовна. Я тоже согласна с Нинель Васильевной. Родители – это самая главная сила в изучении нашего родного языка. Они поддерживают, они должны поддерживать, и они тоже должны любить свой родной язык. И почаще говорить. Да, и почаще говорить. Марьяна Макаровна. Якутский язык должен быть в цифровом пространстве. Якутский язык должен быть модным языком. Если я говорю на якутском языке, я должен быть очень современным человеком. Тогда наш родной якутский язык никогда не пропадет. Спасибо большое, очень красиво вы сказали. Дорогие телерадиослушатели, мы прежде всего от имени всех вас я хочу пожелать Нинель Васильевне, которая занимается изучением нашего родного языка, сохранением его, развитием нашим Северо-Восточным федеральным университете, пожелать самого доброго и большого, хорошего. А нашим коллегам, учителям я желаю, чтобы вы были смелыми, дерзкими в внедрении новых формаций, новых технологий в развитии обучения и преподавания нашего языка, потому что крайне важно современным детям, современным языком, новым языком преподносить, каков необходим и важен наш родной язык. Я, резюмируя все вышесказанное, обращаюсь к каждому жителю нашей республики. Именно от нас, прежде всего от нас, от общественности, от родителей, от бабушек, от дедушек зависит самое главное – сохранится наш язык, будет жить и развиваться наш народ. Любите родной язык, цените родной язык, охраняйте родной язык и по мере возможности говорите на нем всегда и везде. Приветствуйте, будьте здоровы, дорогие телерадиозрители. С Днем родного языка и письменности в нашей республике. Будьте здоровы!